Доброе утро, уважаемые телезрители. Я Дмитрий Пивоваров, и рубрика «Звездный гость» знакомит вас на этой неделе с яркими представителями, исповедующими классическое искусство. Не за горами 32-й международный Шаляпинский фестиваль. И, как мы уже рассказывали, в эти дни в театре имени Джалиля выдающийся музыкальный театральный режиссер из Петербурга Юрий Александров работает над новой постановкой «Севильского цирюльника». Кстати, этот спектакль откроет 32-й Шаляпинский фестиваль. За эти годы в Казани побывало немало выдающихся исполнителей, но одна из певиц, которая признана легендой мировой сцены, никогда не пела на этом фестивале. Лишь 2 года назад она приезжала в качестве почетной гостьи на гала-концерт. Это Елена Образцова. Тогда мы говорили с актрисой о многом: о ее участии в международных проектах, о роли в спектакле Романа Виктюка и, собственно, послушаем легенду советской сцены в преддверии Шаляпинского фестиваля. Что сейчас в центре внимания ваших интересов музыкальных? Что интересно? Жюри, фестивали, новые голоса? Что вас привлекает? Вы знаете, все привлекает. Я еще пою. Я сейчас сделала новую программу Ференца Листа. Вот в этом году как раз год Листа, и я даже не знала, так попала случайно в празднествование. Вот, новая программа изумительная совершенно, с 3 сонетами Петрарки и со всеми его изысканной музыкой, со всеми его изысками, нежностями и страстями. Вот, потом я пою французскую программу, ту, которую я пела очень много лет назад, но сейчас опять все повторила, вот заново буду петь. У меня очень много конкурсов в этом году. Вот я сейчас только что приехала, буквально вчера закончили мы прослушивать людей, которые собрались на конкурс Чайковского. Был отборочный тур, мы прослушали 116 человек, выбрали 20 женщин, 20 мужчин. Вот, есть очень хорошие голоса, я думаю, что в этом году будет сильный конкурс Чайковского, я очень рада. Ну вот и потом у меня поездки по концертам в разные части света, и, конечно, как всегда, я каждый год езжу в Токио, в Японию, я уже езжу 48-й сезон туда, и это уже мой второй дом получается. Я даже в Токио живу больше, чем в Москве, потому что я живу подряд 3 месяца там. Я помню, у меня был такой большой концерт, когда, слава богу, он записан, есть на пленке, и снял телевидение японское. И я помню, что после концерта меня вынесли, как Гулливера, лилипутики вынесли меня до машины. Все боялись, что они меня уронят, и я там погибну во цвете силы красоты. Ну вот, я очень люблю Японию, они очень музыкальный народ. Я приехала в Японию 48 лет назад. Тогда еще была такая феодальная страна с тараканами, и не было, конечно, никаких билдингов, не было никаких гостиниц, отелей. Все это было на уровне вот феодализма. И вот за буквально полвека стала страна одна из самых величайших стран мира и по технике, и по архитектуре, и по всему. Мой вопрос, может быть, я с удовольствием пересматриваю диск дома Антонио фон Эльбы. Да. И вот недавно был Дима Бойзен здесь с «Мастером Маргаритой». Но он почему-то, я его спросил, почему этого нет проекта сейчас, он говорит, я не буду отвечать на этот вопрос. Нет, я не знаю почему, потому что меня спросили, буду ли я играть, я сказала, что я с удовольствием буду играть. Дело в том, что очень старые декорации, и надо их менять, и я так думаю, что они, наверное, все-таки думают, что я очень старенькая, что, наверное, не надо из-за меня делать новые декорации, так я предполагаю. Но спектакль был дивный, совершенно дивный, я ее обожала, и мы все артисты, которые участвовали в этом спектакле, мы очень дружим, и до сих пор дружим, и просто в счастье. Мы находимся на родине Петра Ивановича. Что лично вы каждый год, может быть, в нем открываете? Конечно, мощь русской души, его необыкновенное проникновение в глубины
в тайны русской души, так на уровне, наверное, Достоевского, я так думаю, потому что он был очень глубокий художник, и что мне в нем нравится, что у него не было такой классического звуковедения, чистой музыки, у него были такие яркие краски, которые присущи только настоящему русскому человеку, который может разрешить себе это делать в рамках, но без ограничений, так бы сказала я. Итак, это была народная артистка Советского Союза Елена Образцова. Встречи с участниками Шаляпинского фестиваля в этой студии также будут продолжаться. Наша программа в развитии, впереди еще немало интересного.